Здравствуйте, в эфире «Новый день». Чувашские дорожники уже много лет выезжают на крайний север. Нам удалось побывать у них в гостях и увидеть, как они живут и работают в условиях вечной мерзлоты. Рабочие приезжают в Якутию в марте, а уезжают в начале ноября. За это время они успевают провести весь цикл работ. И там, где раньше зияли трещины и ямы, появляется новый асфальт. Живут дорожники в специально оборудованных городках. В одном помещении соседствуют 6 человек. Они стараются обустроить временный дом с комфортом. Телевизор, спутниковая антенна у нас, холодильник, интернет и, значит, умывальник. Начинается рабочий день ранним утром в кабинете начальства. Вот в этом помещении мы проводим планерки. Получается, собираемся каждое утро. Половина 7 утра у нас планерка. Это распределяем виды работ и планы на сутки. После планерки работа на объектах закипает. Вечная мерзлота чинит препятствия. Вот, например, столб, который установили несколько лет назад в Якутске. Для устойчивости его залили бетоном, однако мерзлота все равно вытолкнула его. А бывает наоборот, земля проваливается. Да так, что для того, чтобы укрепить дорожное полотно, приходится применять недюжинную смекалку. За это время специалисты выработали несколько правил. Нельзя допускать, снятие растительного слоя ненужного, ненужной выкорчевки, что приводит к серьезным проблемам потом при строительстве. Без хорошего питания и работа спориться не будет. В городках дорожников трудятся повара. Они следят, чтобы рацион был вкусным и разнообразным. Сегодня гороховый был, завтра в этой щи, послезавтра борщ. Разные виды Каждый у нас. день, Каждый день разные, да. одинаково нет у нас. В конце смены каждый специалист может искупаться в бане. Работает она каждый день. В таких условиях дорожники из Чувашии живут уже 8 лет. Осенью обычно, когда устаешь, приезжаешь и говоришь, все, больше не поеду. Да, проходит месяц-два, доходит Новый год, проходят новогодние праздники, уже начинается ночь сюда, в Якутию, обратно. Работы на Крайнем Севере для дорожников много, а это значит, что им придется вернуться сюда еще не раз. Завтра и послезавтра хоккейный клуб «Чебоксары» проведет домашние игры. Соперниками на этот раз выступят саранцы. В состав богатырей вернулся лучший игрок прошлого сезона по версии болельщиков голкипер Денис Матошин. Это значит, ворота нашей команды будут надежно защищены. Другой любимец публики Сергей Иванов оправился от травмы и показал характер на выездных встречах. Возможно, тренерский состав выпустит его на лед и в домашних играх. Хоккейный клуб «Мордовия» непростой соперник. В прошлом сезоне команды встречались 6 раз. Богатыри сумели одержать победу лишь дважды. 12 октября в Театре оперы и балета пройдет концерт ансамбля донских казаков имени Квасова. Пригласительный на него получит тот, кто первым ответит на вопрос, как назывался хутор, на котором родился герой романа «Тихий Дон» Григорий Мелехов. А у меня на этом все, ну а завтра будет новый день.